К сожалению, нашему общему сожалению, мы доверили народ после принятия закона о реабилитации репрессированного народа не тем, кому надо. А уж на вершок, на гектар. Вообще нельзя было допустить его до власти. Это была роковая ошибка. Человек, который 5-7 лет занимался уничтожением самых верных мусульман в Афганистане, как он мог быть президентом? Ну, наши старики, наши верующие, неверующие, отдавали себе отчет, как это аукнется в Арабском Востоке. Палач афганского народа, президент Ингушской республики. Мне сказала посол Афганистана, как-то я кушал у них в столовой. Подходит чернявый такой дядька. Вы из Ингушетии, а можно с вами поговорить? Я говорю, пожалуйста. Это, оказывается, был посол Афганистана в России. Ну, пошли говорить. Довольно сносно он говорит по-русски. Очень приятный, хороший дядька. А он мне последний вопрос говорил, а уж ваш? Я говорю, а уж ингуш, да как же вы его могли избрать своим президентом, если он занимался вот этим мотивом? Он расстреливал безоружных женщин, детей, слушай. Ну как вы его избрать президентом? Я не верю, что ингуши мусульмане. Там как хотите. Как ингуши могли его избрать своим президентом? Ну, Зязиков, я вам скажу, что это человек все-таки воспитанный, грамотный, культурный. А за Зязиков, а уж это совершенно две противоположные единицы. Почему они убрали Зязикова со своего поста, я до сих пор не пойму. Лично я сомнений не такой. А нынешний президент, слушайте, в день провозглашения Ингушской республики, он, стоя рядом со мной, не поздоровался. Мне 80 лет, а ему 40. Дикш, элементарное воспитание ингушское. Не подошел даже. Своим креслом президенту он обязан прежде всего мне и моим товарищам, которые делали эту республику. Не подошел, не поздравил, ничего не сказал.